Это программа «7 дней плюс». Здравствуйте, в студии Светлана Кадырова. Сегодня соведущая, очень актуальная кукла у меня в руках, не только в силу событий, происходящих в кинематографе, но и в силу других событий, потому что сегодня в программе мы будем говорить о том, что в хоккей играют настоящие девушки. Итак, все нюансы женского хоккея. Правда ли, что в женском хоккее дерутся жестче, чем в мужском? Еще очень много наивных вопросов о женском хоккее, а еще о луке леди на льду. Обо всем этом с нашей не менее очаровательной гостьей, так же, как и эта кукла, Мария Айнуллина, руководитель и капитан женской хоккейной любительской команды «Маруся», или, если уж не совсем скромно, первая леди женского хоккея Республики Татарстан. Да, здравствуйте, спасибо. Мария. Здравствуйте, очень Итак, приятно. по информации канадской ассоциации хоккея, первый матч среди женщин состоялся в 1892 году в городе Барри в Онтарио. Женская хоккейная лига в России была образована в июне 2015 -го. В 1998 впервые этот вид спорта появился на Олимпийских играх. Женская команда «Маруся», капитаном которой вы являетесь, образована в 2020 году. «Маруся» в честь самой себя? Маруся вообще в честь Формулы-1, но не скрою, конечно же, мне импонирует сходство с моим именем. Ну и, соответственно, Мария, Маруся, это уже как-то одно целое. Но я думаю, что в команду собираете не только Марусь и не только Марии. Кто сегодня в команде? Девушки-энтузиастки, любительницы хоккея, домохозяйки, повара, учителя. И правда ли, что девушкам Маруси, я имею в виду команды, от 18 до 53 лет? Да, это правда. Девчонки у нас действительно разных возрастов, то есть у нас есть 18-летние, ну и там дальше, то есть 30-35, до 53 у нас сейчас уже, да, ну то есть год уже прошел с момента, как мы писали историю свою. И это правда, да, разные профессии, то есть у нас есть врачи, тренера, тренер по плаванию, юристы, все, что можно собрать, всех собрали, то есть любой вопрос в чат написал, все решить можно. То есть женщина настолько выносливее, что она может играть в хоккей в 53 года? Чем мужчина? Мужчины тоже могут. Почему? У нас есть мужские любительские команды. Там, они играют в дивизионе 40+. Дивизион «Надежда» называется. По-моему, по ЛХЛ. И играют 40+. Ну, я думаю, 50 есть им уже точно кому-то. В какой ситуации женщина решает заняться хоккеем? Ну, я не знаю, вот иногда говорят, что там после развода, да, женщина меняет кардинально свою жизнь, стрижется и, возможно, идет в хоккей. Вот что двигало вашими участницами, чтобы они спортсмены? Ну, вот конкретно я просто заинтересовалась хоккеем и начала им заниматься. Организовала команду для того, чтобы самой начать этим заниматься, потому что не с кем было. Вот. А девчонки у нас, у кого-то дети играют, у большинства мужья играют, у кого-то мечта детства, смотрели хоккей, да, влюбились в какого-то игрока очень известного, и вот сами встали на коньки уже в довольно сознательном возрасте. По разным причинам. Кто-то вообще спортом другим занимался, то есть, например, это лыжные гонки, да, человек занимался, потом закончил профессиональную карьеру, и вот через какое-то время что-то захотелось интересное попробовать, нас нашел. По разным причинам абсолютно. А по каким причинам пришли в хоккей вы? Я работала в Татнефтеарене 18 лет после школы, подрабатывала. И вот что-то так посмотрела, думаю, так интересно, в хоккей можно поиграть. А интересно, мне можно? Я-то вообще смогу? Почему вот мужчины или дети там 6-летние могут, или мужчины, например, любители в 50 могут встать на коньки, а я 18 лет, там 19 не могу. Ну и мой молодой человек меня тогда на хоккей привел, я посмотрела игру, там был матч Акбарс ЦСКА, и вот я влюбилась, конечно. Вы еще до этого говорили фразу, девушка иногда влюбляется в какого-то игрока, и потом приходит в хоккей. Я тут искренне признаюсь в любви, ну, сейчас, наверное, не слышите, Рамиру Ягру, я его как-то с детства безумно обожала, в том числе и с точки зрения, ну, такой мужской особенности, да? А вы в каких игроков знаменитых влюблены? Я лично, после того, как начала смотреть хоккей, опять-таки, благодаря своему молодому человеку, да, до этого я ему говорила, что хоккей вообще мне не интересен, это какая-то странная игра, за этой шайбой нужно бегать. Я говорю, кто вообще ее смотрит? Кто вообще этот хоккей смотрит? Но потом начала сама играть, да, вот я сейчас вспоминаю, что было там 10 лет назад, это, конечно, очень весело. Вот. А девчонки у нас в команде, у нас есть вратарь Софья, она как-то смотрела матч в детстве, Николай Хабибуллин, известный вратарь. Вот, она в него была влюблена, и вот через какое-то время, в 35 лет, она встала на коньки. Сколько лет любовь? Почти 30. Ну, примерно 25 есть точно, да. Хорошо. А есть ли звезды в женском хоккее, на кого хочется равняться, и насколько их имена известны в мире? Ну, мне очень нравится Анна Пругова. Я за ней слежу в соцсетях. Это вратарь. Вот. Наша татарстанская девчонка под номером 17 играет
опять-таки, сейчас очень известные... Сборная, честно, сборная да, России, да? Вспомню То есть сейчас следите имя, за ней. фамилию. Ага. Вот. А так, в основном, что я за своих болею. Понятно. Хоккей всегда много борьбы, силовой. И вот пока я прочитала, оказалось, ну, мало кто действительно знает, что по правилам именно женского хоккея любая силовая борьба под запретом. Также вот мало кому известно, что девушки должны играть в масках, вот у нас тоже, да? Да. Да, в масках, вне зависимости от возраста. Но это хорошо, да, не обязательно мейк наносить. Какие есть еще особенности, отличия женского хоккея от мужского? Более эмоциональная, менее скоростной. Я думаю, более эмоциональная игра, менее скоростная, нет силовых приемов, в принципе, все. А как же лук? Экипировку вы имеете в виду? Да. Да, там, в принципе, все то же самое, что коньки, ну... Единственное, что есть специальные женские нагрудники, там более усиленная защита груди вот здесь по бокам. Все, в остальном ничего нет. А вес экипировки мужской и женской, неужели женщины Одинаково. себе все свои 15 килограмм и носят, да? Все то же самое. Не рассматривать сейчас как вариант для развития женского хоккея создание более облегченной версии женской экипировки? Интересная идея. Я буду думать над этим. Хорошо. Поскольку силовые приемы в этом виде спорта запрещены, то есть приходится явно делать упор на технику, тактику, да? Используя не силу, Хитрость. не скорость, значит, в ход идет та самая женская логика, в которой некоторые сомневаются, а также непредсказуемость и хитрость, да? В чем это выражается, каким образом? Как вы продумываете какие-то хитрые... Я вам так скажу. У нас своя тактика, и мы ее придерживаемся, но только у каждой своя, к сожалению. Ну, вот такие вот женщины. Неважно, что тебе сказали на скамейке, ты, конечно, послушаешь, будешь стараться исполнять. Ну, там, как пойдет, в общем, на льду. Я так понимаю, не каждый тренер, мужчина, в принципе, согласится тренировать Да. команду женского Это хоккея. очень сложно. Как говорит наш тренер, это особый контингент. Кто у вас тренер? Вадим Акимович Шайдуллин, профессиональный тренер. Каким образом он решился связать свою жизнь с женским хоккеем? Сколько вы его уговаривали? И У него не было возможности отказаться. Так, вы поставили его перед фактом? Вадим Акимович заслуженный тренер, я его очень давно знаю и знаю, как он тренировал, то есть тренировал друзей моих друзей детей, которые уже выросли, да, которые уже играют где-то там за границей, да, он молодец. И когда я к нему пришла, я сказала: Вадим Акимович, вот команду собираю, вы нам нужны. Он сказал: у меня есть время подумать? Я говорю: нет. Он говорит: тогда согласен. Все. Понятно. Как правило, тренеры, ну, знаменитые тренеры, и часто мы об этом слышим, что применяют очень крепкие слова для того, чтобы мотивировать ребят перед выходом на лед. Какие Это не слова про подбирает ваш тренер, чтобы мотивировать вас, леди? Во-первых, я перед хочу выходом на лед? рассказать, да, что отличает нашего тренера от всех других, да, он при работе с нами никогда не использует грубые слова. Никогда. Он с нами разговаривает как с женщинами. Мы для него леди. Соответственно, он для нас тоже джентльмен, да. Что он говорит? Девчонки, я в вас верю. Давайте там. Главное, без травм. Ничего страшного. Пропустите, еще забьете. Главное, без травм. Все. Хорошо. В качестве формы, первой формы в истории женского хоккея, это были длинные юбки, шапки и даже водолазки. Вот сегодня мы видим экипировку, вообще, давайте чуть подробнее. Ну, я вижу цвета, да? Да. Давайте. Это наш корпоративный цвет красный. Красный корпоративный Да. цвет, это понятно, леди Ред, леди агрессивность, да, в каком-то моменте. Женственность. Женственность, да, Конечно. красный цвет. В принципе, у всех девочек в команде Такие всё красное? крайние? Да. Нет, не все красное. Это уже по желанию. бывают желтенькие, розовенькие, Разные, да, фиолетовые. да. И шнурочки там под цвет маек переодеваем. Так, что еще из женской экипировки? И вот мне очень интересно посмотреть на майку. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как вы ее создавали. Давайте так, я так подержу. Рассказывайте, что там. Я вижу ишпишмак. Так, и заодно примерим. Национальный татарский символ – это отсылка к президенту Республики Татарстан, который говорил о том, что женщины должны уметь печь треугольники, борщ готовить и так далее. Мы хотели таким образом показать, что мы и треугольники можем испечь, и в хоккей успеем поиграть. То есть, в принципе, все. Национальный татарский костюм, девушка татарочка с косой. То есть, ну, все логично.
При этом с клюшкой и со шпичмаком. Да. То есть я так понимаю, что все это, и шпичмаки в том числе, вы говорите о том, что ваши девушки, в принципе, это не просто некие бунтарки, да, которые предпочли, ну, в общем-то, давайте пока все равно в чистом виде, не в чистом виде, но в большем виде мужской спорт. Соглашусь. Чем Увлекаются девушки? Ну, очень миленько, да, подходит под мой красный костюм тоже. Чем увлекаются девушки в команде? У нас девчонки есть дайвингом занимаются, кто в теннис играет, кто на мотоцикле катает, кто рыбалку даже любит. То есть очень разные увлечения, помимо хоккея. Большинство, да, то есть, грубо говоря, там 60% девушки занятые, замужние, кто-то пока свободен или уже свободен. Как реагирует, если тем более уже свободен, как реагирует вообще мужская аудитория? Прекрасно, им очень нравится, они восхищены. Чем? Я понимаю, что красотой девушек можно быть восхищенным. Восхищаются ли они спортивными результатами? Да, у них разрыв шаблона, они абсолютно не понимают, как это вообще. Мы приходим с мальчишками играть, заходим в Ледовый дворец, они вот так стоят все и смотрят на нас. Мы не понимаем, она же в туфлях на каблуках пришла, она сейчас на лед выйдет? Я говорю, да, не поверишь, она еще и в ворот встанет. То есть они не понимают, как так можно вообще, как это вот это на площадке, да, то, что на парковке они видят, оказывается на льду вот в этой экипировке, и бесстрашно, когда мужчины бегут на нее, ловят шайбы. И что дальше? Или телом защищает, да? И что дальше? Этот молодой человек вообще рискнет потом подойти к этой леди? Так он не только подойдет, он еще возле борта ее прижмет, там, ну, шайбу отбирать верит. Так, при этом, вот мы сегодня начинали, да, с Барби, в принципе, все, что касается, как бы то ни было, программы все-таки о женском хоккее, да, как я так понимаю, что все-таки вы самовыражаетесь на льду, в том числе и вот в экипировке. Самые какие-то сумасбродные идеи, что было, как готовитесь, обсуждаете ли в принципе лук перед выездом на какие-то соревнования? У нас есть два варианта. Темный вариант маек, он цвет красный основной, да, или светлый вариант маек. Вот цвет белый, все. Других вариантов нет. Соответственно, гетры под цвет, да, вот у нас очень красиво все, гармонично выглядит. Хорошо. Еще один такой единственное, вопрос. что шнурки, всех заставляю шнурки одинакового цвета одевать, ну, чтобы красиво был. И резинки для волос всем одинакового цвета. То есть это единственное, ну... Иногда маникюр договариваемся, делаем красный. Так, ну, в принципе маникюр разрешил? Естественно, то есть положен. Положен. Положен при В правилах команды прописано следить за собой, быть женственной, быть спортивной, уметь готовить треугольники. А кто не умеет, мы ходим на мастер-классы и учим. Подождите, это как? Организовываем мастер-классы по приготовлению татарских шпичмаков. Так. Ну, нашего национального блюда. И идем всей командой. Кто не умеет, тот учится, кто умеет, тот просто готовит, наслаждается. То есть просто, в принципе, для того, чтобы попасть в команду, да, нужно пройти определенное тестирование, и треугольники одно из них. То есть не сила, не ловкость. Не то чтобы тестирование, но ты пришла, не умеешь, научим. Замечательно. Еще сейчас там немножко такой не провокационный вопрос, но такой достаточно философский. Я посмотрела на названия команд в ваших лигах. Маруся, девчонки, ночные ведьмы, стальные лисы, амазонки, ангелы. Но вот вы всегда говорите, и чаще всего в интервью сами хоккеистские, даже известные, говорят о том, что давайте рушить стереотипы. Типа, это общий вид спорта, не надо нам тут рассказывать ничего, делить на женский и мужской, но вы даже по экипировке и даже по названию команд всегда подчеркиваете, что вы женская команда. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, вы совершенно правы, я согласна с вами. Это правда. Я люблю подчеркивать, что мы именно женская команда. И не просто женская, мы очень женственная команда. Мы, например, на турнир поедем в другой город. И вот мы поедем туда и будем выходить в платьях, например, а не в спортивных костюмах. А для чего? Но это чисто наша фишка, это, кстати, по секрету, не слушайте нас. Так, а для чего тогда в этой ситуации говорить, давайте рушить стереотипы, это общий вид спорта? Может, и не надо рушить стереотипы? Я с ними не согласна. Я думаю, что не надо. Почему есть вот мужской хоккей? Ну, пусть они будут мужчинами, пусть у них будут мужские названия. Есть женский хоккей. Пусть он будет женственным. Он хоккей, но он свой, он женственный, он другой. Мы не меряемся с мужчинами ничем. Нам нечем.
Несколько мужчин, буквально прежде чем я готовилась к интервью, сказали о том, что в женском хоккее всегда очень много шайб. Так это или нет? Заброшено, я имею в виду. Не в коллекции, не в сумочке. Я поняла. Я вам расскажу одну историю. Мы когда поехали в первый раз на турнир, нашей команде был ровно год. И мы проиграли в Нижнем Новгороде 20-0. 20-0? 20-0. 20-0. Мы не то чтобы забить. Вы же не вратарь? Мы из зоны выйти не могли. Из зоны выйти не Из могли? зоны. Вот у вас там есть команда «Ангелы», но вот они вообще не ангелы, я вам скажу. Это девчонки-спортшкольницы. Вот, а мы реальные любительницы, да, то есть у нас девчонки с нуля стали. И так получилось, что мы попали в один дивизион чисто случайно. И вот играли в ночной лиге женского хоккея против этих ангелов. Так, это был первый матч в 2020 году? Да. В 21-м. В 21-м. Каким образом сейчас, насколько вы подросли за это время и благодаря тренеру, и насколько, с каким бы счетом, если бы матч состоялся сегодня, вместо там игры Акбарса, с теми же самыми ангелами? Не хотелось бы с ним, конечно, встречаться, это психологическая травма на всю жизнь. Но я думаю, что мы бы точно забили, и не больше 5 нам бы, может быть, зашло в ворота. Вот так. Не больше 5. Все-таки правы были мужчины, говоря о большом количестве шайб, да, заброшенных? Да. Смотрите, в прошлом году Маруся заняла при вашей психологических травмах, которые вы прошли в 2021 году, в прошлом году Маруся заняла первое место на первом ежегодном турнире среди любительских команд, окрыленных хоккеем. В мае этого года 3-е место в упорной борьбе на турнире «Татарский лед». В принципе, какими победами гордитесь, возможно, какими-то отдельными матчами? Ну и, в принципе, чего-то хотите достичь? Вообще есть какие-то вершины в профессиональной карьере? Ну, теперь, если уже 2 года, 3 года команда существует, мне кажется, нужно говорить о профессиональной карьере, в том числе и о вершинах. Мы играем в любительской лиге. Ночная лига женского хоккея – это любительская лига. Вот. Профессиональную лигу мы не стремимся и не хотим, потому что мы занимаемся этим с любовью. Это наше хобби. У всех, у девочек есть какие-то дополнительные виды деятельности, работа, семьи и вот просто вся остальная жизнь, да. Но помимо всего этого у нас есть еще команда и хоккей. Мы хотели бы играть в удовольствие как можно дольше. Участие в турнирах, да, несомненно, но эти турниры, они именно любительского уровня. Вот, например, окрыленный хоккеем это любительский турнир, и там собрались девчонки из разных команд, такие же, как мы, которые с нуля встали на коньки. Научились играть в хоккей и вышли против таких же девчонок играть. Поэтому там получилось выиграть. А вот против ангелов играть против спортшкольниц, ну, как-то не очень. А что за такой турнир «Татарский лед»? «Татарский лед» – это турнир, организован одной из женских команд нашего города в Арске при поддержке главы Арского района. Поэтому татарский лед. Да, татарский в Арске, татарский лед. Большая благодарность им за это. Они все на высшем уровне сделали. Очень понравился турнир. И вот заняли там 3-е место. Вот там, я прям помню, поборолись. Такой момент был, когда меня в борт толкнули. Я не заметила даже, что эту девушку уже удалили. Мне показалось, что ее нарушение не заметил судья. Я разворачиваюсь и говорю тренеру: это что такое, это что такое? Он говорит: успокойся, назад посмотри. А я прямо, знаете, вот все, у меня эмоции, у меня все, я готова уже была убивать просто. Он говорит: она же сидит на скамейке, ты что? Говорит: ну давай садись, отдохни, водички попей. Все-таки женщин тоже очень сильные эмоции, очень сильные. А драки бывали на этих турнирах все-таки? Ни разу не было. За это дисквалификация. Я не вижу в этом смысла. Есть девчонки, есть на эмоциях моменты, когда хотят: давай мы уже там, она уже заслужила, там, мол. Я говорю: девочки. Во-первых, тренер не разрешает. Вы же девочки, вы матом не ругаетесь, вы у меня не пьете, не курите. Ну и драться вам куда? Зачем? Там все судьи сами сделают. Женщины известны своим соперничеством, в принципе, в жизни. А тут в команде. Тем более, когда совпадает амплуа. В нашей команде нет такого. Мы очень дружная команда. Прям правда, мы очень дружная команда. Когда команда проигрывает, кто кого обвиняет? Вы знаете, я заметила, вот в других командах девочки, они прям на льду начинают. Вот забили шайбу, они прям на льду начинают спорить, там вратарь на игроков, игроки на вратаря, мол, вот так. У нас как-то по-другому, вы знаете, у нас, если вратарь шайбу пропустил, нам наоборот хочется друг друга поддержать. Ну там подойдем, ладно, сейчас нормально все будет. Или на скамейке, там, по щиткам, все окей будет. Или там подойдешь, расскажешь: так вот ты там вот так сделала, давай вот по-другому, или давайте попробуем тактику другую, да.
Не ругаемся мы друг с другом, но мы ради удовольствия это делаем, понимаете? Какой смысл друг на друга там ругаться, правильно? Вот сейчас вы говорите, что раз варский турнир, я так понимаю, что в принципе сколько команд женских любительских в Татарстане, сколько их возможно в Казани, и в принципе сколько прекрасных леди занимаются сегодня этим видом спорта? В Казани, не менее прекрасно. да, в Казани у нас 3 команды, и есть одна команда варские, тоже девочка ее курирует, вот как раз-таки кто организовал татарский лед-турнир. Соответственно, получается, в Татарстане, по-моему, еще есть команды, девчонка, да, незнакомый лично, правда. А в Казани 3 команды: Пантеры, Форвард и команда Маруся. Форвард как и выбивается из этого списка. Все, до чего дошел креатив. Смотрите, Форвард, сейчас... кстати, им, по-моему, 8 лет уже. То есть одна из самых крепких, да, и давних. Хорошо. Да. Все-таки про слабости спортсменок в женском хоккее. Вот над чем хочется поработать так, чтобы игра была больше удовольствия и эмоции были только положительные? Я думаю, наверное, повнимательнее надо быть и более сконцентрированы на игре, потому что бывает такое, что прям забалтываются на скамейке во время игры. Забалтываются? Забалтываются, да. Так. То есть кто-то кого-то обсудить, там, вот сидишь и говоришь: Эльмира, у тебя смена. Она что, шлем одела, пошла. Заболталась, она обсуждалась, соперника там обсуждала. Мейк не поправляет, как за рулем? Нет, мы это в раздевалке оставляем, но обязательно мы подкрашиваем все. То есть это тоже присутствует? Там, извините, там фото-видеофиксация, как? На память. Я всегда губ крашу. Хорошо, интересно. При этом, а судьи кто на ваших чемпионатах? Есть и мужчины, есть и женщины. Вот в ночной лиге женского хоккея женщины нас судили. И будут судить из ЖХЛ. А на татарский лед, по-моему. Да, и вот турнир любительский, который мы организовывали, окрыленный хоккеем, там мужчины. Должен ли судья в женском хоккее проходить какую-то специализированную подготовку по общению со спортсменками-женщинами в повышенном эмоциональном состоянии, и когда они забывают скачать со скамейки, когда идет смена? Это дело тренера, конечно, напоминать о смене. А судья, я думаю, что он может только... в принципе, что они делают? Обычно судьи мужчины, они во время выбрасывания там тут шуточку шутят, там шуточку шутят. И вроде как-то играть веселее становится. Так, как девушки реагируют на удаление? Как девушки реагируют на критику судейскую? Нравится? Внимание, это же такое внимание сразу к тебе. Но с другой стороны, обратная, да, сторона медали. Я помню, когда у меня было удаление лично, ты это делаешь случайно, садишься на скамейку штрафников и думаешь: хоть бы не забили в меньшинстве из-за тебя. Но если забили, ты по-любому винишь себя, никого другого. Какие самые частые нарушения все-таки допускают девушки в хоккее? Не выигрывают, сбрасывание, я не знаю, там это одно. Но это не нарушение, вот, не драка. Эмоционально. То есть драться нельзя, ничего нельзя. В чем нарушается? По рукам бьют, по ногам бьют. Вот здесь защиты нет, краги здесь заканчиваются, налокотники вот здесь, вот сюда бьют. Все-таки или дерутся. вот сюда. Не то чтобы дерутся, где-нибудь под ножку там или толкнул, так типа случайно. Так, по-женски, да? Не очень обидчиво. Хитро. Хорошо. Каким образом популяризируете женский хоккей? Вообще надо ли это делать? Мы просто записываем то, что мы делаем на фотографиях, на видео и выкладываем в социальные сети. И люди нас как-то находят по хэштегам и так далее, в интернете просто, или, может быть, сарафанное радио срабатывает. И вот как-то девчонки находят нас. То есть не собираете никакие пресс-конференции, я не знаю, не выезжаете с какими-то лекциями? На Акбар-шоу нас приглашают, то есть меня, и очень много людей увидели нас там. На ТНВ. Вы сейчас до программы буквально говорили о том, что создаете детскую женскую команду, да? Да. Девичью команду, девочек. Да, Маруся Кидс называется. Маруся Кидс. Каким образом пришла эта идея? Для кого, для чего и есть ли желающие? Есть желающие, пришла она, потому что родители звонили и говорили, что у вас же есть команда, вы набираете с нуля, почему вы детей не набираете? Я говорю: у нас от 18 лет. Может быть, как-нибудь. Я помню, кто-то меня очень хорошо так обработал по телефону, уговорил, так скажем, на эту идею. И вот я подумала: да, наверное, если люди хотят, надо делать. Пока потихонечку набирается, мы не спешим, как народ соберется, так, наверное, и начнем тренировки. Каким образом узнать, если сегодня много зрительниц и юных в том числе соизволят попробовать себя поиграть, в том числе в команде Маруся Кидс, куда
где вас найти, как услышать? В сообществе ВКонтакте, просто в интернете там набрать Маруся, хоккейная команда, там будет всегда мои контактные данные, мой номер телефона, и вы можете мне позвонить. Кстати, в нашу команду тоже набор открыт, круглый год, в любой момент. Даже вот вы, например, Светлана, можете завтра прийти к нам на тренировку. Мы сейчас с вами пойдем. Мы сейчас с вами пойдем. Итак, и последний главный вопрос. Почему хоккей для девушек – это круто? Потому что это разрыв шаблона, потому что это очень необычно, потому что это физическая нагрузка. И красиво в том числе. Да. Мария, спасибо за беседу. Было весело и интересно. Надеюсь, зрителям тоже. Это была программа «7 дней плюс». Всего доброго, до свидания.